Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Самарканд – город Узбекистана, административный центр Самаркандского вилаята области. Население считается 2 миллиона 800 тысяч человек. Город расположен на высоте около 720 метров над уровнем моря. Исторический центр города, площадь и ансамбль «Регистан». В 2001 году город и его исторические, архитектурные и археологические памятники были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Самарканд. Перекресток культур». Самарканд – один из древнейших городов мира, основанный по археологическим данным в VIII веке до нашей эры. Центр исторической области и государства Согдиана. Более 2000 лет город являлся ключевым пунктом на Великом Шелковом пути между Китаем и Европой, а также одним из главных центров науки средневекового Востока. В XIV веке был столицей империи Тамерлана и династии Тимуридов. Подавляющее большинство архитектурных шедевров города было построено в эту эпоху. Это был период наивысшего развития Самарканда. В 1925-30-х годах Самарканд являлся столицей Узбекской ССР. Сейчас Самарканд, как и многие города Центральной Азии, разделен на две части – старый и новый город. Новая часть является административной частью города, включая промышленный, культурный и образовательный центры. Старая часть представлена историческими памятниками, магазинами, торговыми лавками и старыми частными домами. Экскурсии в большинстве проходят по старой части Самарканда. Население города составляет 500 тысяч человек, но это многонациональный город, представленный более 100 национальностями. Также Самарканд – это второй по площади и численности населения город Узбекистана. Уважаемые телезрители, мы на следующих наших программах вам подробно расскажем о достопримечательности и исторических местах Самарканда. А сейчас мы приглашаем вас посмотреть подготовленный съемочной группой Мосдружбы 12-й международный музыкальный фестиваль под названием «Шарк Тарона Ляры», которая состоялась в Самарканде. Boshlanishi bilan tabriklayman. Представители почти 80 стран участвовали в международном фестивале «Мелодии Востока». Музыка – это могучая сила, пробуждающая самые нежные чувства, вдохновляющая на добрые начинания. Она проникает в сердца людей без перевода, без какого-либо средства. Связывает сердца с сердцами, народы с народами, пропагандирует мир, духовность, прославляет гуманизм. Регулярно проводимый каждые 2 года, начиная с 1997 года, международный музыкальный фестиваль «Шарк Тарона Ляры» служит именно этим добрым целям. Krishna
نبینه وای وای عاشق نبینه داده مادر بینه نبینه وای وای عاشق نبینه داده لیلی 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 جان 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 دل من کردی ویران ای کشلا آمدی وای وای مرا کشتی بردان از بالا باران آمد یار این بدالان آمد از بالا باران آمد یار این بدالان آمد یک بوسه طلب کردم وای وای چشمش بگیریان آمد یک بوسه طلب کردم وای وای چشمش بگیریان آمد لیلی 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 جان 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 دل من کردی میان ای کشلا نامدی وای وای مرا کشتی برمان سرتر نارام داد باشه شکارام داد سرتر نارام داد باشه شکارام داد باشه روانه کدام وای وای دیدن یارام За прошедшие годы данный праздник искусства превратился в престижный форум, способствующий бережному сохранению национального музыкального искусства народов мира, его пропаганде, сближению посредством искусства народов мира и укреплению дружеских связей. Хоть фестиваль и называется «Шарк Тарона Ляры», в нем участвуют исполнители, музыканты и музыковеды со всех континентов планеты, исполняют свои народные песни, демонстрируют обычаи и традиции.
По сведениям, в состоявшемся 11 раз в музыкальном форуме приняли участие представители 114 государств мира. Только в текущем году количество государств-участников составило 75. В конкурсной программе фестиваля участвовали музыкальные коллективы, исполнители и музыканты из 32 стран мира. Представители Аргентины, Мьянмы и островов Фиджи впервые участвовали в Шарк Таруна Ляре.
12-й фестиваль прошел иначе, чем предыдущие фестивали. Исполнители приняли участие в конкурсе, проводимом по профессиональному исполнению народных песен и мелодий, а также современных песен и мелодий, созданных в традиционном стиле. Их выступления оценивались жюри, состоящим из 11 представителей международных организаций, музыковедов и композиторов из разных стран. Мелодия дружбы и согласия в Самарканде завершилась 30 августа. В амфитеатре на площади Регистан на церемонии закрытия Международного музыкального фестиваля собрались участники и гости форума, деятели культуры и искусства Узбекистана, представители общественности и гости. Участники и члены жюри. Кстати, в составе жюри также была народная артистка Кыргызской республики Роза Аманова. Will be awarded to India, the Babriya and Samanwaya Music Band. Bengal jury from Kyrgyzstan, Rosa Omanova, present the gifts. Hindistonlik mehmonlarimiz tashrif buyurishyapti. Davomli gulduros qarsaklar. Congratulations, the Babriya and Samanwaya Music Band. Для моя
qarsaklar, maxsus diplom hamda $500 pul mukofoti. A special diploma and $500. Отметили высокий организационный уровень фестиваля, выразили благодарность руководству Узбекистана, узбекскому народу за почет и уважение, искреннюю дружбу. В амфитеатре площади Регистан, ставшей 26-30 августа главной сценой мирового музыкального искусства, состоялась церемония награждения победителей и призеров 12-го международного музыкального фестиваля «Шарк Тарона Ляры». Вначале участники были награждены по номинациям «Лучшее сочетание костюма и музыки», «За воспевание добра и любви», «Преданный сторонник музыкального искусства народов Востока», «Преданный традициям коллектив», «Продолжатель традиций». Были вручены специальные призы хокимятов Самаркандской области и города Самарканда и других организаций. Были вручены специальные призы хокимятов Самаркандской области и города Самарканд, а также других организаций. Победителям данных номинаций вручены дипломы, денежная премия в размере $500 и памятные подарки. Затем на сцену вышли коллективы из Таджикистана, коллектив Бадахшан и из России коллектив Аярхан, а также представители Узбекистана Азизджон Абдуазимов и Улугбек Ильмурод Зода. Им были вручены дипломы фестиваля 3-й степени, денежная премия в размере $2000 и памятные подарки. Второго места были удостоены коллективы Арчабель из Туркменистана и Хатан из Монголии. Им вручены денежная премия в размере $3500, дипломы и другие призы. По профессиональному исполнению народных песен и мелодий, а также современных песен и мелодий, созданных в традиционном стиле, первого места были удостоены дуэт Комусчылар из Кыргызстана, The first place winners, Komuzchilar Duo, music band from Kyrgyzstan. Mukofotni Samarqand viloyati hokimi Turdimov Erkinjon Oqbo'tayevich topshiradilar. We invite the Hakim of Samarkand district, Turdimov Erkinjon Oqbo'tayevich. Sovg'alar, festivalning maxsus nishoni hamda $5000 AQSh. A special diploma, the gifts of the festival, and $5000. Tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. и Парвиз Гасимов из Азербайджана. Maxsus diplom, festivalning maxsus nishoni, sovg'alar hamda $5000 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari. A special diploma, the gifts of the festival, and $5000 United States dollars. Olqishlaringiz. Tashakkür, muborak bo'lsin.
Победители получили денежные премии в размере $5000, дипломы и памятные подарки. По решению авторитетного жюри, гран-при 12-го международного музыкального фестиваля присужден представителю Узбекистана Мехриногор Абдурашидовой. Церемония завершилась концертной программой отечественных мастеров искусств, молодых исполнителей и победителей фестиваля.
Участники международного музыкального фестиваля «Шарк Тарона Ляры» просились до следующей встречи в Самарканде в 2021 году. В церемонии награждения победителей фестиваля приняли участие заместитель министра культуры Республики Узбекистан Камула Акилова и хоким Самаркандской области Эркинджон Турдимов.